В начале декабря открылся Накынский зимник, и машины «Алросу» уже совершили первые рейсы. На днях колонны автотранспорта уйдут на Усть-Кут, где в результате не совсем удачной навигации осталась часть груза для предприятий компании. Эти два направления традиционно главные в работе ленских водителей, но в этом году к уже известным маршрутам перевозок добавятся и новые. О том, куда и сколько грузов должны перевезти дальнобойщики, расскажет Сергей Евсюков. Общие объемы зимних перевозок, включая последний квартал 2015 года и первый следующего, составят свыше 120 тысяч тонн. Традиционно львиная доля грузов из числа заявленных пойдет по главному направлению – на Накынское рудное поле. Это перевозки, собственно, из Ленска и на соседнем дорожном плече из Нюрбы. Нюрба-Накын сильного изменения нет, у нас там 21 тысяча тонн, в него включается дизельное топливо арктическое зимнее, плюс АТС, авиационное топливо. И последнее направление – это сухогруз на сам Накын, который идет с Ленска. То есть у нас там налево получается 19 тысяч, и сухогруза получается 12,5 тысяч тонн. Вторым, не менее важным по значимости и объемам направлением остается транспортировка циолита из Сунтар на Мирнинский ГОК. Правда, на этом маршруте в основном будут работать сторонние перевозчики. Мы всегда возили 14, 15, максимум 16 тысяч. В этом году у нас перевозка 36,5 тысяч тонн. То есть объем очень сильно увеличился. Мы провели торги, выбраны 3 перевозчика. На сегодняшний день договора заключены. По Верхнемунскому месторождению, то есть общий объем, который мы должны перевести, это 5370 тонн. Это включает в себя дизельное топливо, включает технические груза, емкости, разрядные грузы. Остальная часть грузов будет перевезена собственным транспортом управления на маршрутах Мирный Накын и Айхал Накын. Так что объемы определены. Остается только выполнить их качественно и в срок.